И в завершении выпуска юные программисты оживили знаменитое полотно якутского художника Михаила Носова в юрте бедняка. О том, как начинающим, но уже опытным деятелям IT-сферы удалось реализовать проект, расскажет Елена Ефимова. Якутская живопись начала 20 века и информационные технологии. Казалось бы, их нельзя совместить. Как связать наследие якутских художников с ноу-хау, знают учащиеся IT-школы Алексея Ларионова. Ребята с октября 2015 года изучают трехмерное моделирование. И на днях они представили результат двухнедельного труда – 3D-реконструкцию картины Михаила Носова в юрте бедняка. На картине я занимался персонажами, лицами, в основном скульптингом. Сделал лица и основные материалы для создания лиц. IT-школа Алексея Ларионова работает второй год и по двум направлениям. Это 3D-моделирование и программирование. Набор проходит осенью и строго для детей старше 6 класса. Чтобы стать членом команды, мало одного желания. Нужно еще сначала пройти тестирование. У нас очень много. Вот этот именно проект, картина, мы закрыли тему моделирования, материалы, освещение, ну и вообще рендеринг в принципе. И остается самая последняя, самая важная и самая интересная часть – это анимация. Но бывает и исключение. Ирине Слепцовой всего 10 лет. Из первых дней в школе IT она поразила всех своими знаниями и навыками. И уже сейчас она не только входит в число молодых и опытных 3D-модельеров, также является победительницей многих городских и республиканских конкурсов. Мы делаем 3D-модели, делаем текстуры и уже проходим анимацию. Когда я вырасту, я хочу работать 3D-моделером или аниматором в студии мультипликации. У школы амбициозные планы. Работа над картиной показала ребятам, что они могут выполнять различные проекты, в том числе коммерческие. Сейчас, к примеру, за плечами юных программистов несколько разработанных сайтов и разработка 3D-моделей для специальных приложений. В будущем воспитанники IT-школы планируют выйти на российский рынок фриланса. Елена Ефимова, Иван Семенов, НВК Саха-Якутск.